октябре 2019 года глава Башкортостана Ради Хабиров подписал указ о создании хосписа. Цель – помочь людям с паллиативными заболеваниями. Их в Башкортостане, по данным на февраль 2021 года, 23 тысячи взрослых и 693 ребенка. Строить уфимский хоспис начали весной 2020 года на пожертвования благотворителей и меценатов. После подготовки необходимых документов и проекта нашли участок за торговым центром «Мега». В июле 2020 года глава Башкортостана Ради Хабиров был на месте будущего хосписа. Тогда забили первые сваи. В феврале 2021 уже есть стены и перекрытия. Здравствуйте. Людмила, здравствуйте. Как дела? Спасибо, вот, да. Настроение радуемся, лучше да. становится? Конечно, особенно когда начали расти стены, это вообще, да, уже просто не верится даже, что он вот скоро уже будет. Будет. Мы принесли вам тоже этот альбом. Тоже Ну, мы покажем. сейчас обсудим окончательно по срокам. Я хотел сегодня окончательно по срокам договориться, чего не хватает. Там я немножко должен по финансированию помочь. Ну, обсудим сейчас. Это мы входим в детский блок сейчас. Ну, как помните, детский блок, взрослый Да, блок да. и Большой какой. да, большой, в плане большой. И высота. Высота, да. Ну, 13 тысяч квадратов. Это вот палаты? Нет, Раф, это не палаты. Палаты я вам сейчас покажу. Административный. Мы, наверное, потом сюда вернемся, если вот. Может быть, сначала пройдем покажем, Пойдем а проглянемся. потом уже этот. Вот здесь схемы, чертежи. Вот, Раф, здесь вот палаты, да, и здесь палаты. Вот сейчас мы отсюда выйдем, покажу вам Ух одну ты. палату. Это детский В блок. детском, да. А взрослые? Взрослый там. Вот многоэтажная часть, это взрослый начинается уже. Вот за ней Да. взрослая часть. Да. За ней уже взрослый будет. После вот. Слушай, ну мы размахнулись. Почти 13 тысяч квадратов. Я и говорю, это получается больница полноценная. Хорошая больница. Ну, 60, да, 60 мест. У детского блока еще есть полуподвальное же помещение, в котором у нас как раз предусмотрен и бассейн, в том Вот, ага. числе. Ну, везде подвал. Высота потолков, смотрите какая. Да, просторно. Тут все-таки должно быть просторно. Мы так и Вот говорили. слева-справа, Раф, это палаты, одноместные детские палаты. Вот они все одинаковые палаты. Вот палата, санузел, Санузел. койка. И с каждой палаты выход на улицу. Здесь еще у нас такое красивое. Да, это с каждой палаты требование И у такое, нас что- здесь мы сделали красивое место Да, будет, да. чтобы они могли там дворику погулять. Так ведь мы так- Да, благоустройство, конечно. Это вот входная зона к детскому блоку. Вот так он крытый навес, как получается. Подобное будет в взрослом блоке и так уже. А они будут заходить отсюда? Это вход на улицу будет или как они? У каждой палаты будет свой выход на улицу, то есть, с двух сторон можно будет со стороны изнутри здания и Ну, снаружи. все равно заходит, когда приезжает, наверное, через рецепцию. Да, через Пока приемный там, покой в любом пока случае, осмотр. да. А снаружи мы сделали для того, чтобы человек мог выйти погулять, несмотря на то, что это будет на койке или на коляске, или своими ногами, Вот неважно. это вот мы будем это засыпать вот это вот туда, да? Или как? Здесь вот дамба пройдет, Рафа. дамба Вот это это зона, которая... Помните, тогда рассказывал вам, да? Вот эту дамбу от Цветы Башкирии мы должны дамбы закрыть полностью. Но мы с проектированием занимаемся, будем федералом заявляться. Вопрос такой большой. Это все отсыпано, территория вся уже отсыпана. Здесь осталось только словно щебень, асфальт. Все это. щебень, асфальт и Ну, это на лето, на теплое время. благоустройство. Да, благоустройство начинаем, да. Тут у нас 18 тысяч квадратов, благоустройство, все, проект все это есть. Где тротуарная плитка, где асфальт, где экоплитка. Сюда побольше нужно деревьев красивых Есть оно каких, всё да, черемухи, яблони, ели, яблоки. Больше по-домашнему, что Да, по-домашнему надо. Это вот тоже выход, это вот все это детский блок. 7-8 кранов каждый день работает. Не, я говорю, я вот не ожидал, много сделано. То есть мы зиму не упустили, самое главное. Зиму не упустили, значит, у нас есть возможность сейчас за теплый период везде все сделать. Смотрите, вот здесь вот, видите, свои, да? Здесь будут колонны и крытый навес. Как в отелях, вот подъезжаешь, вот навес такой. Это вот это тоже главный вход. Главный Ага, вход, да. Вот 4 колонны и навес открытый. Машина подъезжает, вот Под ним да, спокойно под ним выгружается. заезжает, да.
там ресепшн и пошло-поехало. 2 лестничные клетки, 2 лифта. Здесь сколько этажей 3 будет? этажа здесь. 3 этажа. 3 этажа. Это вот административно-бытовая. Административно, да. А это опять Это вот взрослый блок уже пошел. Ну, можно не ходить, они одинаковые. Вот здесь будет вход во взрослый корпус. Вот как мы А детский он видели, соединен, колонны, да. они все соединены, они же все соединены, Целиком. детское, взрослое. Кроме футболка. Футболка только отдельно. А общежитие мы все-таки размахнулись, нет? Ну, 60, я думаю, что это, конечно, много, но мы за счет интерьера очень Вот стараемся. я думаю, общежитие может быть не надо. Вот люди здесь живут, будут работать. Есть работа. Им работа нужна. Им работа нужна. Ну и мы в любом случае же предусмотрели комнаты для родственников в административном блоке, которые смогут, Вот в захотят остаться. административном пусть будет, а здесь вот сколько народу живет. Им работать надо. Тут сколько человек работать будет? Здесь, ну, больше 100, около 120 Ну, вот человек представляете, нет. должно быть. А им дорогу перешел, и в нем Да, уже да, работают. да. А это что? А это что? Это взрослые тоже А, это достраивается. заканчивается. Просто. Ну я прямо это начинали вот с такой. Да? У меня есть прям хронология строительства. Нам фотографии. больницу здесь строят. Часто приезжали, да. Я говорю, прям хронология. Больше в России есть где-нибудь? Сейчас нет, но Казани, они начали тоже строительство. Вы Тоже... мне говорите, сколько у нас, чтобы они... Они знают, 60, они тоже строят 60. Но они, конечно, немножко отстают, но мы откроемся первые. Тут какие специальности в основном нужны? Нам, для нас принципиально важно, это младший медицинский персонал. Ну, то это есть главные сиделки, люди. няни. Да, Я сиделки, уверен, няни, полно здесь. санитарки. Вы уже сейчас с ними начинаете работать. Ну вот, да, мы сейчас как раз разбираем штатное расписание, но мы уже везде говорим о том, чтобы все желающие могли присылать свои резюме. Чтобы у вас уже все было здесь готово. Да, но мы запланировали уже на апрель ряд мероприятий обучающих для медиков, поэтому... Это вот сейчас еще раз. Значит, вот это детская часть. Это главное административно-бытовой. Да. За ней взрослые. Здесь вход тоже отсюда есть и оттуда есть, да? Получается. Так? Главный вход оттуда. Каждый выход у них С каждой палаты. на парк. Это все территория парковая. Это все на территория одной парковая. уровне, Правильно, да, мы да. договорились? Да, с ровными дорожками. С ровными дорожками. Это все взрослое, так это уже Нет, это все вспомогательное. вспомогательное. Нет, это административное, тут... Хозблок здесь еще, да? Тут же питание. Пищеблок здесь как раз Пищеблок здесь. же будет свой, да? Конечно. Пищеблок как раз вот здесь. А вот это что за кабинеты? Это что за... Это просто кабинеты врачей, да, или что? Это кабинеты медицинские. Медицинские. Медицинские кабинеты. Детского блока. Вот, Рифач, это молельная. Вот, Где вот это вот, да. Но у нас же их 3. Да, ну это одна из помещений молельной. у нас какие 3? 3. Мусульманские, христианские и еврейские, по-моему, да, насколько я помню. Вот, мы- Все 3 есть, да? да, очень да, важно. заложили, да, все. Все, для этого места есть. Да, но они сами, конечно, их оборудуют как надо. То есть мы Однозначно, да, почтовую да, просто да, сделаем, да, а они да, уже да. как по-правильному они считают нужным, так сделают. Так, ну давайте у нас, что по схеме. Вот она, вид сверху, да, получается? Вот как раз мы сюда зашли. Вот здесь находимся. Ну, геометрия красивая получилась. Вот это хозблок, здесь котельная и все остальное, сейчас свои забили. Отсюда заехали мы. Да, отсюда заехали. Основной въезд будет вот отсюда, Рафаэльевич, в будущем. Это КПП, отсюда будет заезжать. Вот здесь основной вход, это ресепшн, то что вот. Это вход тоже самый отдельный, это на взрослые и на младшие блоки, а детский блок. Ну, я вот фасадный хотел сказать. Ну, свет немножко на чертеже, вот по факту. Что-то немножко темноватый, а другой. будет? Нет, он немножко другой будет, другой. Он посветлее, поярче. Это вот на листе так он не совсем правильно отразился. Надо посветлее. Поменяйте фасад, Рэй. Хорошо, посветлее сделал. Ну, сделайте прям ярче. А это Это вестибюль.
Вот интерьер весь. Вот он вот такой свободный, открытый, да, получается? Это тоже еще, он немножко будет дорабатываться, то есть вот это вот изменится тоже, ну, то есть А вот тут вот они не сидят, незначительные. они не сидят все время у себя, они все-таки много общаются, да? Да, да, у нас для этого зимние сады, игровые комнаты, конференц-зал, ну, то есть прям много всего. Детское отделение, оно вот именно вот это коридоры такие вот просторные, большие, с диванчиками, также где можно будет посидеть. Ресепшн для маломобильных училищ, чтобы он был пониже и повыше, чтобы колясочнику подъехать доступная, чтобы среда была. Это детский коридор. Это одна из игровых комнат. Насколько они Одноместные. примерно заезжать будут? На сколько? Я думаю, мы сделаем, наверное, 3 программы. То есть одна программа. 7 дней, 14 и 21 для разных. разных, Для да. взрослых, я думаю, может быть, вот я еще с медиками надо будет, конечно, посоветоваться, но я думаю, для взрослых, может быть, мы сделаем вообще какой-нибудь 3-дневный, потому что очень часто бывает нужно просто стабилизировать человека, подобрать И ему дома у правильную него, тактику. чтобы вымыли комнату, где Да, его лежит, да, да. постель постирали. Да, и взять просто на патронаж выездной службы таких пациентов просто и все. Это вот взрослые. У детей все одноместные. А у взрослых? 1, 2 и 3 метров. Ну, это правильно так, да? Да. Ну, многие взрослые не хотят одни оставаться. Они дома постоянно одни. Хотят общаться, поэтому это тоже важно. А дети не хотят, не боятся одни остаться? С детьми они не остаются одни Они обычно. с родителями, да? У них очень большое будет волонтерские большие мероприятия. У нас там будет целое прям продумано уже для детей. Но я все-таки считаю, что важно детям иметь одноместную палату, потому что они же с родными будут. Так, давайте сейчас мы еще тут кто у нас? Давайте. Значит, Альберт Рауфович здесь? Да. Что с газом будем делать? Ситуация? У них там цена вопроса у нас 1 700 000 подключения, да? Альберт Рауфович предлагает по общественной надбавке провести. Я думаю, Так можно? да, это хорошее решение будет, нам поддержку. Тогда давай пункт первый, значит, мы там привести переговоры с «Газпромом». «Газпром» обеспечит нам бесплатное подключение сюда газа за счет спецнадбавки. Формулировку там сделаете. Ладно? Тогда сделаем. Сделаем. Это когда надо начинать уже? Мы уже занимаемся. Сейчас мы газы котельные сейчас начнем. Все, У нас основной вопрос землю оформить, там участок под станцией. В воде что у нас? У нас водоканал здесь? Канализация, Аш-Стройинвестиции. Подойдите, пожалуйста. Да. У нас, Рафарович, цена вопроса была по воде 35 миллионов примерно. Там без скорости около 50 с точками подключения. Подключим, все Вот сделаем. вы, получается, к себе ее запитываете и все, да? Так и получается? трубы кидает. ТВК, вот компания наша снабжающая, если не то. Какая-то сумма примерно? 35 миллионов. Ну вы возьмете на себя. И на 2 компании поделим. Все. Тогда Ну плюс дорога наша, освещение тоже сделаем. Ну, да, а с дорогой вы, кстати, разобрались. С дорогой надо мудро разобраться, чтобы жителям не мешать и здесь. Ну, в принципе, сюда... С Мегой сейчас переговоры ведем, делаем, будем прямую делать. Вот нормально, нормально будет. С Мегой договоримся, им тоже интересно. Будет нормально. Я что попрошу? Вот где наш главный вход? Вот там? Да. Вот когда главный вход будет входиться, на главном фойе найдите обязательно место, тут прям мое поручение оформите, должны стоять медные таблички с указанием компаний, которые оказали самую большую помощь. Вот он должен стоять там. Да, но только у нас Альберт будет Рауфович немного. должен стоять. Вот все крупные, какие компании дают, они должны там стоять. Чтобы они своих детей туда приводили, потом говорили, вот их папа вот так вот делал. У нас будет гранитная стена. Но гранитная стена или как? Или гранитная стена, там будет... Да, выгравировано будет, название это основных понимание есть? благотворителей. Конечно, в Железное проекте понимание есть есть. уже, да. А То есть картинка здесь есть? на картинке нет, вот я говорю, она еще не доделана, не до конца. Мы дорабатываем многие вещи еще по ходу. Вот, но это уже предусмотрено. С этим, чтобы было действительно место, где увековечение тех людей, которые, соответственно, помогают. Что еще нам? Вот так, теперь по Минздраву. Башкирэнерго здесь, да? Просто, да, добрый. Ну, у нас на сегодняшний момент ситуация такая. Значит, общий объем вложений на электроснабжение данного комплекса составит порядка 9,5 миллионов. В настоящий момент проектирование ведется. Значит, кабельной линии проект выполнен. Значит, на следующей неделе ожидаем согласования. По блочной трансформаторной подстанции работы
По проектированию планируем завершить где-то 10 марта. После этого можно будет приступать к производству работ уже. Ну, вы это на себя берете? Но это вопрос, наверное, к акционерам, Ради Борисович. Я как Вы строитель тогда- могу сказать. Я понял, вы тогда скажите, вот, что Нам приглашал на уважаемые коллеги совещание. обращались А я уже. писала письма, да? Да, я Не, думаю, скажите, что были в совещании у меня, обратитесь к нему, я ему тоже потом попозже позвоню. Ну, нет, это их как бы дело. Ну, вы делаете, главное, если... Да, конечно, Ради Борисович. Рассчитаться, если вдруг не договоримся с акционерами, мы рассчитаемся. Вы нас без энергии не Мы оставите. работаем, мы не останавливаем работу. Но тем не менее, все-таки там Назарову провести переговоры с акционерами. Так, что еще? Ну, у нас много кирпича еще осталось. Башкирский кирпич мы приглашали, просьбу, так? Вот Да, помочь добрый день. кирпичом Да, нам да. чуть-чуть. Ну, у нас всегда, по-моему, поставки осуществляются, проблем нет. А сколько вам еще нужно кирпич? Мы где-то будем брать 1,5 миллиона кирпича, где-то еще 500 тысяч кирпича нам сюда красного надо. Договорились? Договорились. Тогда пометь, что вот кирпич 5 миллионов там. Вот. Так, по Минздраву, Максим Васильевич, Все, все. давай сразу, вот что сюда? Вы начинаете думать, что сюда? Аппараты ИВЛ новые полно, правильно? А ИВЛ Мы это сделаем, там это распоряжение правительства будем да, передавать. мы просто нормативно-правовые акты подготовим. Готовьте сейчас. Весь список необходимого оборудования у меня есть. Все есть, да. Все А подготовили. что нужно? Вот из Все самого... даже по модели. Сюда же ЭКМО не нужно? Нет, здесь нужно у нас в основном это медицинская мебель, это кровати. Я думаю, проговорим, чтобы это максимально сделали нам тоже такой вариант благотворительной помощи. Будем разговаривать. А вот что от них, чтобы мы понимали, что потом он это... ИВЛы, да? Сколько вам? Ну и 2-3 вылов надо? там много у нас нет. У нас в основном это кислородные концентраторы, помпы для кормления, вот эти вот помпы для инфузий, откашливатели. Мы не будем здесь ничего диагностировать, ставить диагнозы, да, и так далее. То есть наша основная задача оказать симптоматическую терапию, да. Обезболивающую терапию, то есть создать хорошие условия Комфортные для условия качества жизни. жизни. В плане вот расходных материалов, мы если здесь погрузим нашу систему ОМС, вот эти вот отсасыватели, помпы, все прочее, это будет в тарифе, и мы будем ежегодно, потому что нужны ежегодно эти вещи, ежегодно будем приобретать. А мы за счет- можем за тариф, да, это делать? Да. 1/3 это будет республиканские расходы за счет тарифа, а 2/3 это благотворители, спонсоры. Мы будем потихонечку все помогать. Да, ну а Каждый это традиционная копейку история, будет. мы к этому готовы, конечно. Я думаю, что с момента, когда хоспис начнет работать, когда люди уже увидят, что действительно помощь нужная оказывается, и насколько она действительно важна и нужна, у нас сторонников станет гораздо больше. Сейчас еще немножко трудно, мы как раз попали в тот самый Так, а ковидный благоустройство мы на историю. кого вешаем? Устройство мы просим сделать. У нас Дортранстрой здесь пригласили. Подойди, Дмитрий. Дмитрий Марович. Возьмите на себя, нет? Ну, конечно. Возьмите на себя тогда, чтобы мы тоже не мучились, сделайте нормально. Хорошо. Нам тут гранит не нужен, так, хорошую брусчатку. Самое главное, освещение хорошее, вот эти вот, ну, вот, горсвет, по-моему, да, и много деревьев, и травы, хорошую газонную траву, где-то яблони, где-то черемухи. Вот именно, вот, чтобы это был, вот, это сад был, чтобы люди, дети приезжали в сад. Тогда мы договоримся вот таким образом, да? Там, Игорь, пометь. А в понедельник мне уже на ВКС нужно, я его прям зачитаю, подпишу, чтобы коллеги знали уже тогда. Уже Ну и у нас здесь сода. Да, будет. Значит, мы как думаем? Сейчас сложно говорить, правильно? Сейчас сложно говорить, пока мы не знаем завершения всей истории. Но как только история все завершается, мы будем просить суда помочь. Небольшую сумму мы выделяем и для города, и для... Нет, город, ладно, мне сейчас сюда надо. Нет, Ради Борисович, небольшую сумму мы сейчас выделяем, куда скажете, выделим. Тогда вы сразу сейчас переговорите. Отработали, Ильич. Ладно? Да, Сделаем так? Да, отработаем. Ну, ребята работают, останавливаться не будем. Не, останавливаться нельзя. И давай договоримся, мы срок когда сдаем? К концу года работаем. К концу года работаем. Академию Республики не успеем? Технически открыться, может быть, осенью сможем? Делаем, осенью готовится выбор. Должны- Получается, тут особых-то бюджетных закупок нет вот этих процедур, правильно? Нет, Нет. то Нет есть техники, мы договоримся вообще по быстро все это технике. сделаем, да. Там с нашим этим медбельным кластером договоримся по кроватям. Слушай, ну что-то мы целую больницу построили. Достаточно, она такая. Она по-другому, наверное, и Она не... должна быть так. Коллеги, есть какие-то вопросы к нам? Все понятно, да? Постройки понятно, все понятно.
Вы сегодня работаете, да? И завтра... А, то есть у вас Да, это... нормально все. Только ночью не работаем. Ну, ночью, наверное, это... Потому что жители немножко возмущаются, когда мы работаем в Но выходные все равно ночью. надо. Ну, вы свои уже все забили, уже все вам же не надо. Все, уже шло это. Все, то есть уже осталось. Мы уже в марте месяце кладку завершим, Алаверса. Радмила, а вам надо людей уже сейчас... Мы набирать на мы работу? начинаем эту работу. Ладно. Единственное, что я разговаривала тоже с Минздравом о том, что сейчас паллиативщики, то есть сейчас даже их набирать, они уже хотят предварительные как-то договора, это они называются у них, о том, что о зарплате. Здесь Наша еще и сумма. волонтерские вещи мы хотим. Да, у Еще нас надо мы сразу многие вещи закроем. волонтер. с Павловым договориться, Валентином Николаевичем. Так сказать, Потому это что у него волонтерское там- движение это однозначно раз, плюс еще, Борисович, такое пожелание есть, мы уже встречали, так называемое серебряное волонтерство. Это наши да, пенсионеры, которые готовы приходить, Да, да. помогать К детям. какие-то Особенно вещи, они да, любят особенно это. к детям, да, в этом плане. Одинокие вот такие, наши старшее поколение. Плюс еще наши вот, все эти общины духовные, Мечеть, которые тоже храм готовы. и 2 храма будут вот здесь вот, да, Да, получается? да. Молельником. Да, обязательно их надо сделать. Плюс еще, Борисович, вот, по духовному направлению там тоже большие Сестричество. сестричества, да, которые готовы Они, приходить. кстати, наши 3 духовных лидера не освещали, не приходили. Еще нет. Когда будем освещать? Ну, я не знаю, я думала, может быть, на открытие, да, когда вы перережете А ленту. разве на освещение? Можно Можно и так, и так. Давайте, может быть, весной тогда. Когда Весной все надо- зацветет, да. Весной, когда немножко начнем. Когда уже стены будут. Пусть они придут, потому что они тоже начали больше сами ремонтировать под себя, что их тянуть не надо. Да, хорошая мысль, сделаем. Всех 3 пригласим. Ну что, мы хорошо двигаемся. Ради Фаридович, у меня вот есть предложение. Давайте мы вот все со строителями все вместе сделаем фото для истории. Пойдем? Пойдем? Пойдем, да? Пошли. Ну ладно, с Богом тогда, получается, работаем. Всем спасибо большое. Радмила, не простудитесь, ладно? Нет, я... И начинайте собирать персонал, самое главное. Да. Мы в конце марта, начало Да, и апреля уже берите обучение персонал отсюда. Людям работу нужно. Вот, отличная история. Все, давайте, не мешайте. До свидания. Спасибо большое. Радий Фаридович, с миру по нитке будет Башкортостану хоспис. Да. Ну, у нас мир, знаете, какой сильный. Тут не по нитке, с мира по сотни миллионов. Мы, по сути, строим, вот посмотрите, все объемы не видны. Мы, по сути, строим современную, большую, многопрофильную больницу. Здесь более 10 тысяч. Вот мы построили же 2 госпиталя ковидных. Вот тут такой же большой ковидный госпиталь. Только здесь гораздо более дорогие условия. Все-таки тут особые условия детям, взрослым, которые нуждаются. Вот. Но вот сегодня я специально собрал. Денег все равно немножко не хватает. Вот. Но я собрал те предприятия, которые готовы нам бесплатно сюда. Я говорил, кто газ подключит, кто воду, кто кирпич даст, кто еще. Поэтому вот так построим. Я, честно говоря, для меня этот хоспис еще способ проверки нашей республики на зрелость. Спасибо. До свидания.